Добрый день! Мы ученики Бухнехтарской средней общеобразовательной школы имени Степана Павловича Ефремова. Создали бизнес-план на открытие сувенирной мастерской из дерева в школе. Древесина – это сырье, часто применяющееся для изготовления различных предметов для комфортной жизни. Задавая вопрос, что можно сделать из дерева, на ум приходят разнообразные элементы интерьера, мебель, детские игрушки и так далее. Все это от того, что дерево качественный, универсальный и экологически чистый материал. Для открытия малого бизнеса не потребуются большие стартовые вложения или аренда помещений. Потребуется лишь знание и мастер по работе с этим материалом. Сегодняшний спрос на деревянные сувениры высок. В результате конкуренция на данном рынке также высока. Но стоит отметить, что для начинающих предпринимателей еще имеется значительная доля рынка, которую можно занять. Так как в нашем селе немало туристических комплексов, мы остановились на идее изготовления деревянных сувениров, ведь зачастую мысль останавливается именно на покупке сувениров там, где ты был, чтобы оставалось в памяти проведенном времени. Именно это влияет на актуальность такой бизнес-идеи. К основным преимуществам открытия данного бизнеса относятся высокая актуальность деревянных сувениров, отсутствие высоких капитальных вложений, быстрая возможность масштабирования, высокая рентабельность бизнеса, высокий спрос и отсутствие сезонности. В целом, перечень услуг полностью зависит от наличия оборудования, фантазии и возможностей мастеров. По мере развития бизнеса список услуг можно расширять, что позволит получать дополнительную прибыль. Изготавливать можно и следующие сувениры: деревянную посуду, украшенную орнаментом, различные брелоки, фигурки животных, шкатулки, пазлы, мозаики, пирамиды. Плюсы, которые могут предложить изделия из дерева, как бизнес, очень привлекательны. Это и минимальные затраты на производство, быстрая окупаемость и хороший спрос на такой товар. Одной из особенностей бизнеса является свободный рынок, ведь производителей таких товаров можно пересчитать по пальцам. Также маленький объем материала для создания, разнообразие выбора, что можно сделать, становится плюсами идеи. На этапе открытия бизнес будет предоставлять деревянные сувениры. Данный бизнес-план подразумевает открытие сувенирной мастерской. Для начала работы в сувенирной мастерской необходимо закупить следующее оборудование. Покупка материала для товаров 15-20 тысяч рублей. Другие расходы – краски, кисти, лаки и так далее – 15 тысяч. Итого, в среднем на открытие бизнеса необходимо от 30 до 35 тысяч рублей. Высчитывать будущий доход бизнеса необходимо, исходя из стоимости и качества сделанной продукции, платежеспособности и нужды аудитории продукции, развитости рынка в селе, а в следующем и в других селах, городах и районах. Любой бизнес из дерева использует одинаковый подход к рекламе и к сбыту готового товара. Для этого потребуется прорекламировать готовый товар в социальных сетях, форумах и Instagram для привлечения клиентов с индивидуальными заказами, поместить рекламу семьи, расклеить объявления на бесплатных досках, раскидать листовки с предложением по почтовым ящикам, оставить их в магазинах. Также сарафанное радио отлично работает в данном бизнесе. Нужно предлагать услуги своим друзьям и знакомым со скидкой, но взамен от них потребуется реклама. Таким образом можно привлечь максимальное число заинтересованной аудитории. Выполнять заказы можно для обычных граждан по индивидуальному заказу или для различных магазинов, компаний и государства. Бизнес, связанный с деревом, не имеет особых требований или специфических нюансов. Конечно, выполненная работа должна соответствовать заявленной стоимости, быть уникальной и качественной. Также любое изделие обязано быть безопасным для здоровья. В создании сувениров чаще всего используют следующие древесные породы: сосна – дешевый, удобный рабочий материал. Дуб – классический материал, очень прочный. Орех – главная его особенность – потемнение с течением времени. Бук – светлая древесина, которая будто делает все вокруг себя ярче. Подводя итоги, можно сказать, что изделия из дерева своими руками на продажу в бизнес в такой отрасли достаточно актуальны и имеют все перспективы для дальнейшего развития. Для открытия малого предприятия не потребуется большой стартовый капитал, ведь мастерская уже есть в школе. В целом бизнес не имеет минусов, ведь затраты можно купить через 2-3 месяца